Какого хрена люди ходят на работу? Чтобы зарабатывать на кусок хлеба? Да они просто рабы 21 века! И при этом боятся смотреть по сторонам, словно беговые лошади в шорах. Стали бы люди что-то менять, если бы узнали о новых возможностях заработка? Да черта с два! Они не верят, что сами могут чего-то добиться! Поэтому наше предложение только для адекватных людей, готовых выйти за пределы своего страшного опыта. Что вы знаете о криптовалюте? Если вы до сих пор ей не пользуетесь, то ни хрена вы не знаете! Поспорим? Если бы вы были уверены, что ее ценность постоянно растет, спрос постоянно увеличивается, она не подвержена инфляции и является надежной инвестицией, вы бы покупали ее? Я обращаюсь к нормальным людям, а не к нищебродам, которые ходят на завод и зарабатывают на хлеб с водой. И чтобы еще оплатить любимую ипотеку. А вы знаете, что криптовалюту можно не только покупать, но и зарабатывать? С применением MLM-системы. Считаешь MLM пирамидой? Дуй на свой завод, там тебе самое место. Я надеюсь, что теперь тут остались действительно адекватные люди, готовые воспринимать новую информацию, готовые завязать со своей жизнью. Начнем по порядку. В некоторых развитых странах вводится запрет на криптовалюту, как на наркотики. Только в отличие от наркотиков, криптовалюта наносит вред не здоровью человека, а всей общемировой банковской системе. А что при этом получит каждый партнер? Полную финансовую независимость от государства, полную свободу перемещения, возможность покупать дорогие машины и дома, отдыхать по 4 раза в год, как минимум. Сука, а не для этого ли мы живем? Или ты по-прежнему думаешь, что государство прокормит тебя и твоих маленьких детей? Тогда закрывай это видео и не трать мое время, ебаный придурок! Знаешь, что такое тренд? Это когда в мире появляется что-то новое, неизведанное. И самые первые понимают, что они находятся у истоков чего-то глобального. И они просто охреневают от перспектив, как я сейчас! Адекватные люди, получив полную информацию, сразу понимают. Это новая финансовая система. Она войдет в жизни всех людей, даже бедных, и позволит выбраться из финансовых ям, решить все материальные проблемы. Как сотовый телефон есть у каждого, как доллар, которым пользуется в каждой стране. И первые будут зарабатывать миллионы. Зарабатывать на продвижении криптовалюты. Это товар, который нужен всем, но не все еще об этом знают. И пока еще не понимают всех перспектив и возможностей. Короче, криптовалюта — это тема. Добрый день, уважаемые друзья. Давайте поговорим прежде о нашем предложении. О том совершенно колоссальном рынке, который сегодня только начинает развиваться и на котором сегодня рождаются новые миллионеры. Итак, что же это за рынок? Это рынок криптовалют. Рынок этот совершенно новый, но невероятно перспективный. И по мнению некоторых людей, этот рынок может достичь $1 триллиона и больше капитализации. В частности, так считают братья Уинклвост, которые вложили $11 миллионов в валюту будущего биткоин. Надо сказать, что Кэмерон и Тейлор довольно известные люди, как в сфере бизнеса, так и в сфере спорта. В спорте их главным достижением является золото панамериканских игр 2007 года и выход в финал двоек на Пекинской Олимпиаде. Также они являются основателем собственной социальной сети и долгое время судились с Марком Цукербергом, который, как вы знаете, является основателем Facebook, настаивая на том, что он украл их идею сайта для своей сети Facebook. Но история социальной сети нас на текущий момент не очень интересует, потому что у нас сегодня тема нашего разговора – это криптовалюта и то, какие прибыли мы можем здесь получить. И Кэмерон и Тайлер как раз являются теми людьми, которые очень успешны в жизни и которые верят в криптовалюту.
Как сказал Кэмерон, если вы любите золото, то есть много причин, по которым стоит полюбить биткоины. Тайлер тоже сказал довольно известную фразу: если биткоин рассматривать как лучшее золото или как аналогичный золоту актив, он вполне способен достичь капитализации в триллионы долларов. Мы считаем, что это более чем реально. Так сказал Тайлер, выражая общее мнение братьев, которые делают огромную ставку на криптовалюту. И как бы то ни было, мы можем говорить, что это колоссальный рынок будущего, и это очень серьезный рынок уже сейчас. И об этом мы с вами также поговорим. Что такое криптовалюта? Это вид цифровой валюты, эмиссия и учет которой основаны на асимметричном шифровании и применении различных криптографических методов защиты. Фактически на текущий момент это новая цифровая валюта. Новая цифровая валюта, которая уже сегодня показывает совершенно колоссальные темпы роста. Первоначально стоимость криптовалюты – это стоимость затраченной электроэнергии. Ну а дальше, естественно, мы говорим о спросе на криптовалюту, который определяет ее ценность. Спрос бывает трех видов. Бывает спекулятивный, то есть инвесторы покупают криптовалюту для того, чтобы позже продать ее дороже. Также это удобный способ расчета в сети интернет, поэтому некоторые люди используют криптовалюту для того, чтобы покупать те или иные товары. Ну и, конечно, многих привлекает очень низкая стоимость комиссии, 0,1% за перевод или даже меньше, вне зависимости от суммы перевода. Все это делает криптовалюту привлекательной для разных категорий людей, как для инвесторов, так и для людей, которые желают покупать товары в сети интернет за криптовалюту или которые желают переводить кому-либо денежные средства за ничтожно малую комиссию. Сегодня такие возможности дает только криптовалюта. Часто мне приходится слышать о том, что криптовалюта ничем не обеспечена. На самом деле это совершенно не так. Криптовалюта обеспечена спросом. Впрочем, практически как и другая валюта, например, американский доллар. Многие до сих пор считают, что американский доллар обеспечен золотом. На самом деле это не так. Еще в 1971 году доллар был отвязан от золота. Президент США Никсон отменил привязку доллара США к золоту. И с этих пор мы с вами все живем в мире фиатных денег. Что такое фиатные деньги? Это деньги, номинальная стоимость которых устанавливается, обеспечивается и гарантируется государством посредством его авторитета и власти. Вот именно так. То есть на сегодняшний момент все валюты мира обеспечиваются авторитетом и властью, а далеко не золотым стандартом. Конечно, можно сказать, что доллар обеспечен пусть не золотом, но товарами. Но и здесь будет некоторое разочарование, поскольку на сегодняшний момент доллар обеспечен товарной массой на 11%. И вы можете легко найти эту информацию, и вы можете легко ее изучить, поскольку здесь есть еще очень много интересных фактов, которые простому обывателю неизвестны, но, конечно, в экспертном сообществе прекрасно владеют этой информацией. То есть на самом деле мы видим, что сегодня те валюты, которые присутствуют на рынке, не обеспечены, как правило, чем-то серьезным, а все-таки исторически этим обеспечением выступало золото. И в этом плане они стоят на одном уровне с криптовалютой, которая также обеспечена спросом. Но при этом криптовалюта имеет множество преимуществ, о которых мы уже сказали. Это мизерные комиссии за перевод средств, удобность использования криптовалюты в сети интернет, и сегодня появляется такая удобность использования ее уже и в офлайн. Ну и, конечно, для инвесторов это очень интересная история, потому что криптовалюта приносит баснословные прибыли, и сегодня мы об этом тоже еще поговорим. Ну и если говорить об этом рынке в целом, то мы видим, что сегодня это уже рынок в несколько миллиардов долларов. Первое место в нем занимает биткоин, как первая валюта, которая появилась на этом рынке, первая валюта в истории. Его капитализация сегодня уже больше 3 миллиардов долларов. Есть и другие валюты, которые на сегодняшний момент тоже обладают уже очень хорошей капитализацией и потихонечку подтягиваются к биткоину. Хотя на текущий момент, конечно, равных в равной весовой категории биткоину нет. Это совершенно нормальный исторический путь развития в компании в тех или иных отраслях. Всегда появляется первая компания, которая становится успешна в новой отрасли, но, естественно, конкуренты не дремлют, естественно, что появляется огромное количество и других компаний, которые тоже, часть из которых тоже будет успешна на рынке. Еще один миф, который связан с криптовалютой, говорит о том, что она никому не нужна, что использовать ее неудобно, и фактически ее никто не принимает. Несколько лет назад можно было бы с этим согласиться, но сегодня ситуация уже в корне другая. Есть огромное количество людей, которые интересуются криптовалютой и ее уже используют. В частности, в 2013 году журналистка Forbes
Кашмир Хиллс заявила, что не поверит в биткоин, пока не сможет купить с их помощью чашку кофе. В 2014 году ей это удалось. И вы можете видеть вот этот счет, который был оплачен в криптовалюте, в Каупа кафе, что является свидетельством того, что на криптовалюту, в частности речь идет о биткоине, можно уже выпить даже чашку. Но, конечно, это мелочи по сравнению с тем, как сегодня активно используется криптовалюта. И сегодня гиганты индустрии начинают принимать криптовалюту, делают это, кстати, с огромным удовольствием. Одна из них – это компания Microsoft. И сегодня можно оплатить криптовалютой любой цифровой товар, включая подписки на сервисы, Xbox, игры, цифровые программы. Правда, справедливости ради надо сказать, что пока данная возможность существует только в Соединенных Штатах Америки, но вы понимаете, как наш рынок быстро развивается, особенно в сети интернет, и можно не сомневаться, что скоро криптовалютой, биткоином можно будет рассчитываться не только в Соединенных Штатах Америки, но и в других странах. Это то, что касается компании Microsoft, потому что на сегодняшний момент есть и другие крупные торговые организации, которые принимают и в других странах криптовалюту. И не только, кстати говоря, биткоин, а подключают также уже и другие виды криптовалют. В частности, один из крупнейших европейских ритейлеров начал принимать к оплате биткоин. И оборот компании на 2013 год составил 350 миллионов евро. Как вы понимаете, это очень серьезный, очень большой оборот. Это очень крупный ритейлер, который представляет огромное количество товаров для дома, начиная от одежды и косметики и заканчивая хозяйственными товарами, заканчивая мебелью. Представьте, что сегодня можно купить диван за биткоин. Ну, как, впрочем, и огромное другое количество товаров. И, конечно, это говорит о том, что на сегодня этот способ оплаты становится очень удобным и становится востребованным. Также компания PayPal, которая, я думаю, что всем известна, крупная финансовая компания, которая в сети интернет обеспечивает огромное количество транзакций. Так вот, PayPal тоже начинает процесс с биткоином. И тысячи интернет-магазинов, которые используют PayPal для приема платежей, скоро смогут, также наравне с обычными пластиковыми картами или другими видами платежей, принимать и криптовалюту. Также один из крупнейших американских ритейлеров, оборот которого достигает на сегодняшний момент 1,3 миллиарда долларов в год, также начинает использовать криптовалюту. В данном случае сервис доступен не только жителям из Соединенных Штатов Америки, но также из любой страны. Еще один крупный бренд, который, я думаю, также всем известен, это eBay, и он также начинает работать над интеграцией с биткоином. В данный момент компания ведет активные переговоры с рядом процессинговых компаний с целью интегрировать свой сервис с сервисом процессинговых компаний и начать принимать биткоин. Об этой новости сообщила газета Wall Street Journal. Еще один гигант, который также, я думаю, всем прекрасно известен, это компания Dell, которая является одной из крупнейших американских компаний, поставляющих компьютерную технику. Они также приняли решение в качестве средства для оплаты своих товаров принимать биткоин. То есть мы с вами наблюдаем совершенно глобальную тенденцию, когда крупнейшие игроки на сегодняшний момент начинают интегрироваться с криптовалютами, и этот процесс идет по всему миру. И на сегодняшний момент к этому процессу подключаются крупнейшие компании. Также одна из крупнейших в Южной Корее платежных систем начала принимать криптовалюту. И надо сказать, что эта платежная система входит в топ-3 платежных систем, работающих на территории Южной Кореи. Объединяет она более 10 тысяч магазинов на азиатском рынке, и вы можете себе представить, что 10 тысяч магазинов смогут принимать эту криптовалюту. Еще один крупнейший американский компьютерный ритейлер начал принимать биткоин в качестве средства оплаты. Надо сказать, что годовой оборот компании достигает 2,8 миллиардов долларов. Компания была основана в 2001 году, там работает 2600 сотрудников. И в списке Forbes компания находится на 172 месте. Еще один бренд, который, конечно, всем знаком, это Western Union. Это одна из самых крупных финансовых компаний, которая специализируется на денежных переводах. И, кстати, вы прекрасно знаете, сколько стоят денежные переводы в Western Union. Это очень большие комиссии. Криптовалюта, конечно, имеет здесь огромнейшие преимущества. Но вместе с тем, конечно, Western Union не может пройти мимо криптовалюты и, скорее всего, интегрирует ее в свой бизнес. Генеральный директор Хикмет Эрсик заявил, что его компания вполне допускает возможность использования биткоина. На этот счет у него есть большое интервью, там он тоже сказал много интересного. И, скорее всего, мы увидим, что Western Union в какой-то обозримой перспективе подключит к своим переводам и биткоин. Интересная история произошла
с Википедией, которая также рассматривает криптовалюту как способ приема платежей, основатель Википедии Джим Уэллс выложил в своем Twitter-аккаунте адрес своего нового кошелька биткоин. И что удивительно, на этот кошелек сразу же посыпались биткоины, и в короткий период на него поступило 5 биткоинов. Это кошелек для пожертвований, поэтому туда может перевести деньги каждый желающий. Ну и, конечно, мы понимаем, что это люди, которые таким образом пытаются поддержать основателя Википедии и хотят видеть, чтобы биткоин также был подключен к этому сервису, как кошелек для возможных пожертвований. Ну и, конечно, надо сказать, что сегодня криптовалюта, биткоин в частности, уже начинает появляться не только в сети интернет, что, конечно, очень удобно в сети интернет рассчитываться с помощью криптовалюты. Интернет буквально создан для этого, но также эти возможности появляются и в офлайн. В частности, через терминалы оплаты Revel Systems, а они установлены примерно в 7000 магазинов по всему миру, начиная от ресторанов и заканчивая супермаркетами и крупными благотворительными фондами. Ну и завершим мы наш небольшой обзор, а на самом деле этот список очень-очень длинный, то есть действительно сегодня колоссальное количество крупнейших компаний либо уже подключили, либо подключают биткоин, либо рассматривают криптовалюту как возможность интегрировать ее в свой бизнес как платежное средство. Ну и закончим мы компанией Bitnet. Очень интересная компания, позволяет 260 авиалиниям принимать биткоин. Платежная сеть, которая обслуживает такие авиалинии, как American Airways, British Airways, Lufthansa и другие. И данная компания через свою систему проводит ежегодно транзакции на сумму 14 миллиардов долларов от корпоративных, розничных клиентов и от турагентств. Как вы понимаете, это также огромнейший рынок, к которому сегодня подключается биткоин. Ну и как мы видим из вышесказанного, что действительно на сегодняшний момент эта валюта очень интересна для расчетов в сети интернет и сегодня уже становится интересно и для расчетов офлайн. Для этого появляется необходимая инфраструктура, необходимые пункты, где можно это сделать. Но есть еще одна очень важная причина, почему рынок криптовалют так интересен. А именно, давайте с вами посмотрим на динамику роста биткоина, который появился в июне 2009 года и на тот момент, конечно, ничего не стоил. К сентябрю 2010 года он стоил 6 центов за 1 биткоин. К сентябрю 2011 года он стоил уже 10 долларов за 1 биткоин. В 2013 в сентябре уже 100 долларов, а сегодня он стоит порядка 250 долларов. И представьте себе ситуацию, когда в сентябре 2011 года вы могли на 1000 долларов приобрести биткоинов. Тогда вы могли это сделать по цене 10 долларов за биткоин и приобрести 100 биткоинов. Так вот, спустя буквально 3 года сегодня вы могли бы их продать за 25 тысяч долларов. То есть за несколько лет вашу 1000 долларов вы могли превратить в 25 тысяч долларов. Ну а если бы вы это сделали в сентябре 2010-го, инвестировали свою 1000 долларов в биткоин, тогда бы вы купили 16 667 биткоинов, продав их сегодня, вы бы получили ни много ни мало более 4 миллионов долларов. 4 миллиона 166 тысяч 750 долларов. Вот такая интересная история, и, конечно, инвесторам эта история очень интересна. И позвольте вам задать один простой вопрос. Представьте, что сейчас у вас есть возможность купить биткоин по цене меньше 1 доллара за единицу. Сделали бы вы это? Я думаю, что ответ очевиден, конечно. Сегодня, располагая этой информацией, многие люди сделали бы это с огромным удовольствием и спустя несколько лет заработали бы колоссальные деньги. Но, к сожалению, машины времени у меня нет, а также история не знает сослагательного наклонения. И мы, конечно, не можем перенестись на несколько лет назад и приобрести биткоины. Но также у истории есть другие замечательные свойства. Она умеет создавать великие возможности. И для тех людей, которые умеют разглядеть эти великие возможности, открывается колоссальная перспектива, открываются колоссальные доходы. И сегодня мы с вами стоим именно на той исторической точке, когда сегодня вы можете принять решение, и сегодня вы можете получить максимальную прибыль благодаря вашему видению, благодаря вашим знаниям, благодаря тому, что вы обладаете масштабным мышлением и можете видеть тренды. И сегодня OneCoin – это криптовалюта нового поколения, это криптовалюта, цель которой в ближайшее время войти в топ-3 криптовалют мира. И мы с вами говорим о краткосрочной и среднесрочной перспективе. Для долгосрочной перспективы еще более фантастические планы. Она обладает огромным количеством преимуществ, но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас представьте такой фантастический момент, что вы можете купить один OneCoin по цене 50-60 центов за единицу.
то есть меньше 1 евро. Фактически сейчас мы с вами находимся в ситуации биткоина. И только от нас зависит, сможем ли мы разглядеть эту блестящую возможность и использовать ее для себя. Ну и давайте посмотрим, как мы с вами можем получить эту криптовалюту. На самом деле процесс добычи криптовалюты называется майнингом. И в горной промышленности это означает разработку месторождений. То есть фактически вы становитесь шахтером, который добывает свое золото, добывает свою криптовалюту. Каждая монета криптовалюты добывается. Притом, как правило, это золотая жила конечна. То есть нельзя добывать криптовалюту до бесконечности, она заканчивается. И это тоже один из важных моментов, который обеспечивает высокую стоимость криптовалюты. Ну и коль вы уж решили стать шахтером, то вам, конечно же, нужна золотоносная порода, которую вы можете промыть и получить свое золото, как это делают на золотоносных рудниках. И в нашей компании токены являются как раз такой внутренней валютой, дающей право на добычу монет OneCoin. Фактически это золотоносная порода, благодаря которой мы и получаем то самое золото 21 века OneCoin. То есть фактически мы с вами говорим о новом клондайке 21 века, если хотите, клондайк 2, который обладает соизмеримым, а возможно и большим масштабом и доходами с такой отраслью, как золотодобыча. И, конечно, если бы мы с вами могли переместиться, опять же, немного во времени и в свое время приехать на клондайк, когда практически под ногами валялось золото, то я думаю, что многие из нас бросили бы все и сделали бы это. Поскольку мы знаем историю, мы знаем, какое количество людей на этом обогатилось. И сейчас до сих пор на Аляске продолжают добывать золото и зарабатывают на этом хорошие деньги. Как, впрочем, и по всему остальному миру. Ровно такие же процессы сегодня у нас начинаются с криптовалютой. Сегодня это уже миллиардный рынок, который в ближайшем будущем имеет все шансы перерасти. Сначала в десятки миллиардов, потом в сотни миллиардов, а потом, возможно, и подойдет к триллиону. Ну и как вы понимаете, для того, чтобы начать добывать золото, вам нужен золотоносный участок. В нашей компании OneCoin для того, чтобы застолбить такой участок, вы должны приобрести определенный пакет. При этом пакет привязан к размеру участка. То есть чем больше пакет, тем больше участок. Тем больше золота вы можете себе добыть, ну в нашем случае монет OneCoin. Есть 5 пакетов: стартер, трейдер, про трейдер, экзекьютив трейдер и тайкун трейдер. Их стоимость 100 евро, 500 евро, 1000, 3 и 5000 евро. Соответственно, они дают нам токены, а как вы помните, это наша золотоносная руда, которая дает нам право добывать золото. Так вот, они имеют, соответственно, 1000, 5000, 10 тысяч, 30 тысяч и 60 тысяч токенов, которые позволят нам добыть криптовалюту под названием OneCoin. Ну и давайте посмотрим на ближайшие 3 года, какой у нас есть прогноз. Это прогноз компании. И, конечно, он может сбыться, может не сбыться в ту или иную другую сторону. То есть он может достичь меньших значений, он может достичь больших значений или быть приближенным вот к тому графику, который мы с вами сейчас видим. Так вот, сейчас, как я уже говорил, у нас есть возможность приобрести OneCoin по цене 50-60 евроцентов. Но, естественно, цена будет возрастать. И через 3 года компания планирует, что один OneCoin будет стоить порядка 100 евро. Возможно, чуть меньше, возможно, чуть больше. Но исходя из того, что сегодня происходит в компании, компания прогнозирует вот такие цифры. Ну и тут легко посчитать, что произойдет, если этот прогноз сбудется, даже сбудется хотя бы наполовину, то в какой благодатной ситуации вы окажетесь через 3 года. Ну, на самом деле, конечно, гораздо раньше, потому что в нашей компании есть возможность зарабатывать с первого дня, но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Итак, для того, чтобы добыть один OneCoin, нам нужно 4 токена на текущий момент. В будущем сложность добычи криптовалюты будет возрастать, большее количество токенов потребуется на добычу одного OneCoin. Но сейчас максимально благоприятные условия. И также надо сказать, что сам процесс добычи компания берет на себя. И называется это автомайнинг. На своих серверах в разных странах мира компания осуществляет эту работу, то есть добычу криптовалюты. Это большой и сложный процесс, сложность которого постоянно возрастает. Но в нашей компании есть множество профессионалов. Это одна из сильных сторон компании OneCoin. В частности, у компании есть 5 криптографов, которые выводили другие монеты и имеют огромный опыт на рынке криптовалют. Поэтому все, что касается этого профессионального процесса, как разработки криптографического кода, так и добычи монет, эту сложную работу компания берет на себя.
и делает ее прекрасно. Во многих других случаях криптовалюту вы добываете самостоятельно. Если первоначально это можно делать на обычном компьютере, то очень быстро сложность возрастает до такой степени, что нужно уже профессиональное оборудование. Мы об этом не думаем, потому что этим вопросом занимается компания OneCoin. Ну и давайте с вами из того прогноза, что мы видели, то есть из того прогноза компании, который мы видели, посмотрим, какие прибыли у нас могут быть. Как я сказал, у нас есть 5 пакетов: стартер, трейдер, про трейдер, экзекьютив трейдер и тайкун трейдер, стоимость которых от 100 до 5000 евро. В каждый пакет входит определенное количество токенов, посредством которых мы можем добыть вот эти монеты OneCoin, вот эту самую криптовалюту. И на сегодняшний момент необходимо 4 токена, чтобы добыть один OneCoin, то есть одну монету. И на пакете стартер мы с вами можем добыть 250 монет OneCoin, на пакете трейдер 1250, про трейдер 2500, экзекьютив трейдер 7500 и тайкун трейдер 15 тысяч OneCoin. Если мы с вами отталкиваемся от прогноза компании, что через 3 года один OneCoin будет стоить 100 евро, то мы с вами получаем на пакет стартер, который, как вы помните, стоит 100 евро, 25 тысяч евро. На пакет трейдер, который стоит 500 евро, 125 тысяч евро. На пакет про трейдер, который стоит 1000 евро, 250 тысяч евро, то есть четверть миллиона. На пакет экзекьютив трейдер, который стоит 3000 евро, 750 тысяч евро. На пакет тайкун трейдер, который стоит 5000 евро, 1,5 миллиона евро. И на самом деле для той динамики, которая существует для криптовалют, это вполне нормальные цифры. Ничего фантастического здесь нет. Но давайте возьмем ситуацию, когда прогноз компании оказался в 2 раза хуже. И в этом случае пакет тайкун на 5000 евро заработает не 1,5 миллиона евро, а 750 тысяч. По остальным пакетам вы также можете посчитать доходность. Можем взять ситуацию, когда прогноз компании оказался в 4 раза хуже. И тогда пакет тайкун, который стоит 5000 евро, заработает 375 тысяч евро. Ну и давайте возьмем ситуацию, когда прогноз оказался аж в 10 раз хуже. Скорее всего, эта ситуация фантастическая. Но тем не менее, мы живем в реальном мире, естественно, что все может быть. В этом случае пакет тайкун, который у нас стоит 5000 евро, заработает 150 тысяч евро. Согласитесь, совсем неплохо за 3 года. Но возможно и обратная ситуация, когда прогноз компании действительно не сбудется, поскольку рынок покажет более высокий рост OneCoin. Такое тоже вполне возможно, тем более на рынке криптовалют, который растет колоссальными темпами. И вы видели, какое количество крупнейших компаний, крупнейших во всем мире с миллиардными оборотами сегодня подключают криптовалют. Как вы понимаете, просто так они бы этого не делали. То есть они ожидают совершенно колоссального роста, они ожидают огромных объемов криптовалют. И именно поэтому они сегодня создают вот эту инфраструктуру, да, вот эти вот платежные шлюзы, через которые они будут принимать эти криптовалюты. Так что мы с вами стоим на пороге фантастического будущего. Ну и давайте я вам расскажу пару интересных историй, абсолютно реальных, которые тоже очень показательны. Житель Великобритании Джеймс Хоуэллс при помощи своего обычного ноутбука в 2009 году намайнил 7500 биткоинов. Ну, тогда добыча монет была еще очень проста, и это возможно было сделать с помощью обычного компьютера. Сейчас, конечно, это уже невозможно. После того, как этот британский IT-специалист случайно пролил на свой ноутбук лимонад, он решил разобрать его на части, чтобы спасти жесткий диск с виртуальными монетами. И летом 2013 года он совершенно случайно выбросил свой старый винчестер на помойку, который у него хранился среди его вещей. В какой-то момент он спохватился, пытался отыскать свой ноутбук на свалке, но это оказалось делом безнадежным. Так вот, если бы сейчас он продал свои монеты, то получил бы 1 миллион 875 тысяч долларов, почти 2 миллиона долларов. Вот такая история, которая показывает, как важно относиться к тому, что может произойти в будущем. И как важно не упустить свой шанс. Еще одна очень известная история произошла в мае 2010 года. Американский программист из Флориды Лазло Ханьеч решил доказать платежеспособность криптовалюты. И отдал 10 тысяч монет одному из участников форума Bitcoin Internet. По тем временам это было 25 долларов, именно столько стоило 10 тысяч монет. Так вот, он попросил взамен доставить ему 2 пиццы.
История умалчивает, понравилась ли ему пицца и была ли она настолько вкусна, но стремительный рост курса криптовалюты сделал его обед самым дорогим в истории. Сегодня, если бы он продал эту криптовалюту, он бы получил $2,5 миллиона. Не знаю, любит ли этот человек до сих пор пиццы, но вряд ли кто-то хотел бы оказаться в его ситуации. Вот такая у нас совершенно колоссальная индустрия сегодня существует. И сегодня мы либо можем разглядеть этот потрясающий тренд, абсолютно глобальный, либо можем не воспользоваться этим шансом. Естественно, что у каждого человека есть право выбора. Но самое интересное, что доход от OneCoin – это только вершина айсберга, потому что у нас есть не только криптовалюта, у нас есть MLM-индустрия, и на наше счастье OneCoin работает через MLM-сеть. И доход от сети – это деньги, которые мы можем получать прямо сегодня. То есть буквально в первый день с момента подключения нас в бизнес. И надо сказать, что всего за 3 месяца работы 35 партнеров вышли на уровень дохода 5000 евро в сутки. А это ни много ни мало 150 тысяч евро в месяц. И речь здесь не идет о монетах OneCoin, то есть это только от структуры, это только сеть MLM. Плюс к этому, конечно, мы должны прибавить все то, о чем мы говорили выше, и те доходы, которые получат эти люди, когда решат продать свои OneCoin на какой-то оптимальной для них цене. Ну, для каждого эта цена своя. Кто-то, может быть, решит за 20, кто-то за 50, кто-то за 100 продать, а кто-то, может быть, решит и 1000 подождать. Евро за один OneCoin. Ну, давайте поговорим о нашей сети, давайте поговорим о нашем плане маркетинга. И первое – это бонус за личное приглашение. И мы с вами получаем 10% за личное приглашение от каждого пакета, который приобрел наш партнер. При этом партнер может последовательно приобретать все пакеты. То есть первый пакет он может купить за свои деньги, последующие пакеты он может купить со своих доходов. Первый пакет, напоминаю, стоит всего лишь навсего 100 евро, плюс 30 евро разовый платеж, который идет вместе с пакетом за систему, за бэк-офис и все прочее. Когда к нам подключается партнер, которого мы пригласили на пакет 100 евро, мы получаем с вами 10 евро, 10%. На пакет 500 евро 50 евро наша комиссия, 1000 евро 100 евро, 3300 евро, и когда к нам подключается Tycoon Trader, мы мгновенно получаем 500 евро по одному из видов доходов. Но поскольку человек, конечно, хочет дойти до максимального пакета, как вы помните, там самое большое количество токенов, которые дают нам возможность получить OneCoin, поэтому все партнеры двигаются именно по вот этим ступенькам. Просто кто-то, может быть, сразу заходит на максимальные пакеты, а кто-то в зависимости от своей ситуации финансовой двигается постепенно. Максимально, если человек прошел по всем этим пакетам, наш приглашенный, мы получаем 960 евро. За приглашение всего лишь навсего одного партнера. Ну, представьте, что у вас 10 таких партнеров, вот уже вам 9600 евро. И я думаю, что потихонечку вы начинаете видеть, что в этом бизнесе очень много денег. Как в самом потенциале роста криптовалюты, так и от маркетинга, о котором мы фактически еще даже не начали говорить. Следующий вид дохода – это бинарный бонус. Это также 10% с меньшей ветки. При этом баллы, естественно, накапливаются. Ну, давайте простой пример рассмотрим. У нас 20 тайкунов с левой стороны подключилось и 15 тайкунов с правой стороны подключилось за неделю. Это просто пример. Вы можете взять другие пакеты, вы можете взять другое количество партнеров. Конечно, в первую неделю вряд ли с вами это произойдет, но на самом деле, когда у вас уже хороший бинар, хорошая достаточно структура, то это совершенно небольшие цифры. Так вот, товарооборот меньшей ветки у нас составил 75 тысяч, и ваш бонус 10% с меньшей ветки составляет 7500 евро. Но в меньшей ветке у вас прошел товарооборот 75 тысяч, а в большей 100 тысяч. И 25 тысяч в большей ветке – это объем, который не используется и переносится на следующий период, на следующую неделю. То есть на следующую неделю у вас уже есть товарооборот 25 тысяч в нашем примере. И, конечно, бинарный бонус – это один из наших ключевых бонусов, который позволяет нам очень хорошо зарабатывать. Ну и вы знаете, что в бинаре есть такие моменты, как переливы, которые мы с вами тоже принимаем в расчет. Бинарная система очень успешна во всем мире, имеет давнюю историю и приносит огромные чеки. Третий вид бонуса – это матчинг бонус. От 10 до 25% он составляет от 1 до 4 поколений, в зависимости от того, на каком пакете вы находитесь. То есть матчинг бонус – это вознаграждение с бинарных чеков наших партнеров. Для того, чтобы быть квалифицированным на матчинг бонус,
Мы с вами должны лично пригласить одного трейдера, то есть это второй пакет на 500 евро, в нашу левую ногу и одного в нашу правую ногу. И в этом случае, если мы сами находимся на пакете трейдер, мы с вами уже получаем 10% с чеков наших партнеров. Если кто-то из наших партнеров, например, заработал за эту неделю 10 тысяч евро, мы получим с вами 1000 евро дополнительного вознаграждения к остальным нашим видам бонуса. Если мы находимся на пакете Тайкун, и у нас, например, в третьем поколении находится такой партнер, который заработал 10 тысяч евро, то мы с вами получаем уже 20%, а это 2000 евро. Ну и самое важное, что чеки партнеров наших, которые с нами работают, постоянно растут, соответственно, постоянно растет наш матчинг-бонус, величина наших еженедельных комиссий. И матчинг-бонус – это один из серьезных видов бонуса. Конечно, когда вы только приходите в бизнес, то на первый, второй, третий день у вас просто нет этого бонуса, поскольку еще не успели вырасти ваши партнеры, которых вы пригласили, ваши лидеры, но впоследствии это может стать очень-очень серьезным доходом для вас. Следующий бонус – стартап-бонус. Он действует 4 недели, но это тоже является хорошим дополнением, это дополнительные 10%. Начинает он выплачиваться, когда вы достигли очков 5500 в неделю, и вот с этого момента он выплачивается в течение месяца. Конечно, на вторую неделю ваш объем, да и на первую неделю может быть не 5500, а 10, 15, 20 или большее количество. Поэтому 10% от суммы пакетов личных партнеров – это очень даже хорошо. Это не ключевой бонус, безусловно, потому что все-таки ключевой – это бинарный бонус, это личные приглашения, это матчинг-бонус, но это тоже приятное дополнение к тому виду вознаграждений, которое у нас есть. Также у нас есть пятый вид бонуса – это бонусные поинты One Life. Они накапливаются, то есть это такая своего рода клубная программа в компании. Мы получаем их от каждого партнера, который зашел в бизнес после нас. Есть статистика на сайте компании в вашем личном бэк-офисе. В разделе «Бонусы», в разделе «Бонусы One Life» вы можете видеть, какое количество партнеров на сегодняшний момент пришло в компанию. Сегодня это уже больше 70 тысяч, хотя компания фактически работает несколько месяцев. В Китае это около 38 тысяч партнеров. Ну а в России это чуть более 1500 партнеров. То есть фактически мы с вами видим, что этот бизнес только-только начинается. На самом деле очень немногие люди знают о нем, и совсем уж мало людей, которые реально понимают потенциал этого бизнеса. Шестой вид дохода – золотые монеты. Aurum Gold Coin – это дополнительное вознаграждение партнера золотом. На каждый пакет дается определенное количество золота в миллиграммах. Конечно, вы эти монеты сможете продавать на бирже, на внутренней бирже компании, как и токены, так и монеты OneCoin. Так что это еще один небольшой вид дохода. Ну и позвольте пару небольших, но важных моментов, которые есть в нашем бизнесе, обозначить. Один из важных моментов, который очень важно учитывать, это то, что стоимость пакета равна вашему максимальному доходу в день. Если вы помните, первый пакет стартер у нас стоит 100 евро, то он позволяет вам получать не более 100 евро в день или 700 евро в неделю. Поэтому, если вы находитесь на этом пакете, а за эту неделю вы, предположим, получили 1000 евро, то вы не сможете их получить, вы сможете получить только 700. Поэтому вам срочно нужно сделать апгрейд. Квалификационный период у нас неделя, с понедельника по воскресенье, то есть в воскресенье до полуночи по московскому времени вам нужно сделать апгрейд на следующий пакет, и тогда вы, конечно же, получите все ваши комиссионные. Поэтому учитывайте, пожалуйста, вот этот момент. Следующий пакет, кстати, стоит 500 евро, поэтому вы легко это можете сделать из доходов. Еще один важный момент, который также следует учитывать. Все бонусы выплачиваются следующим образом. 60% на кэш, то есть это те наличные средства, которыми вы можете распоряжаться, и 40% это обязательный счет. На это вы можете купить токены, токены вы можете продать, либо, соответственно, отправить их на добычу монет OneCoin, которые вы тоже можете продать, либо можете попридержать до достижения той цены, за которую вы хотите их продать. Для вас эта цена индивидуальная, может быть, вы хотите за 20, может быть, за 50, может быть, за 100, а может быть, за 1000 евро вы хотите продать одну монету. Вы это определяете самостоятельно, это уже ваша личная инвестиционная стратегия. Ну и единственный вид бонуса, который полностью оплачивается на обязательный счет, это стартап-бонус. Но, как я уже говорил, это далеко не самый главный вид бонуса. Это скорее приятный довесок, приятный дополнительный бонус, который мы получаем от компании. Ну и давайте посмотрим с вами на нашу карьерную лестницу.
Вы ее видите перед собой. Первый статус – это сапфир. И достаточно достичь общего объема 7000 очков в нашей структуре и пригласить 2 человека для того, чтобы войти на этот статус. Дальше вы можете видеть у нас рубин, эмеральд, даймонд и так далее. Это карьерная лестница, по которой мы можем двигаться, при этом объем продаж накапливается из месяца в месяц. То есть вам не нужно за какой-то период, за месяц с нуля делать какой-то объем продаж, например, 1,5 миллиона для того, чтобы достичь максимального статуса. Нет, вам достаточно это накапливать и закрывать статус за статусом. И также важно понимать, что здесь учитывается не бинарный объем, а учитывается объем личной организации. И карьера в данном случае имеет второстепенное значение. Есть люди, инвесторы, которые приходят к нам в бизнес и, конечно, не планируют строить карьеру. Они планируют зарабатывать огромные деньги на криптовалюте, поэтому для них карьера не имеет значения. Для нас это вопрос имиджевый. Конечно, приятно двигаться по карьере. Я думаю, что те партнеры, которые у нас пришли здесь строить бизнес, они, конечно, будут двигаться и будут получать вот все эти прекрасные статусы, все эти прекрасные значки и небольшие подарки к этим статусам. На статусе Blue Diamond это часы Rolex, это уже, в общем-то, хороший и дорогой подарок. Вот такая вот у нас есть замечательная история, которая состоит из 2 частей. Первая – это огромный рынок криптовалют и тот потенциал, который имеет наша валюта OneCoin, которую сейчас можно приобрести за 50-60 центов. А через 3 года компания планирует, что она будет стоить $100, возможно, чуть меньше, возможно, чуть больше. И, конечно, структура. Конечно, бизнес-структура MLM, где мы можем зарабатывать с первого дня, находясь в этом бизнесе. Помимо таких замечательных возможностей, очень важно понять, кто стоит у руля компании, кто находится в менеджменте. И здесь у нас великолепные позиции, поскольку основателем, владельцем, главным управляющим, директором компании OneCoin является доктор Ружа Игнатова, очень известный человек в мире финансов. Является выпускником права и экономики в Оксфорде, управляла крупнейшими фондами Восточной Европы с капиталом до 250 миллионов евро, работала с такими банками, как Deutsche Bank, Allianz, Сибанк, Райфайзенбанк, Сбербанк, Unicredit и рядом других банков. Кроме того, является призером конкурса «Деловая женщина Болгарии» в 2012 и в 2014 году, то есть на протяжении 2 лет. Известна в мире финансов, имеет колоссальнейший опыт, умеет работать с огромными деньгами, имеет прекрасное образование, профессиональные связи. И, конечно, это нам, партнерам, внушает огромное уважение, потому что мы понимаем, что компания находится в хороших руках, что человек, который управляет компанией, действительно имеет для этого профессиональный опыт, имеет уровень квалификации высочайший. Но, конечно, в менеджменте компании находится не только Ружа Игнатова, там есть еще очень много сильных, опытных и квалифицированных специалистов. Но мы в рамках нашей презентации не располагаем таким временем, чтобы историю и послужной список каждого специалиста озвучить, но обращайтесь, пожалуйста, мы вам дадим ссылки, и вы, конечно, сможете ознакомиться с профессиональной биографией этих людей. Кроме того, надо сказать, что Ружа Игнатова выпустила 2 книги на немецком и китайских языках. Вы можете видеть перед собой эти книги. Насколько я знаю, они сейчас уже готовятся к переводу на русский язык. И, конечно, мы обязательно их будем приобретать и сможем с ними ознакомиться. Ну и давайте с вами перейдем к стратегиям входа в наш бизнес. Стратегии может быть 3. Первая стратегия – это инвестиционная. Инвестиционная стратегия связана с пакетами ProTrader, Executive Trader и Tycoon Trader. Это пакеты на 1000, 3 и 5000 евро. Это когда человек приходит в наш бизнес, как инвестор, он не планирует строить структуру, он планирует зарабатывать на росте криптовалюты. Очень хорошие и очень большие деньги. И если мы с вами отталкиваемся от прогноза компании, который гласит, что один OneCoin через 3 года будет стоить 100 евро, то мы понимаем, что пакет ProTrader, который стоит 1000 евро, принесет такому инвестору 250 тысяч евро. Пакет Executive Trader, который стоит 3000 евро, принесет 750 тысяч евро. Пакет Tycoon Trader принесет 1,5 миллиона евро. Как мы понимаем, для инвестора это великолепные возможности, огромные возможности. И, конечно, получить доход является очень желаемой перспективой. Поэтому в нашу компанию придут огромное количество инвесторов. Но, естественно, может быть и другая стратегия. Это MLM-стратегия, когда к нам приходят партнеры, которые готовы начать с небольших пакетов. С пакета стартер, пакета трейдера, вы помните, что это 100 и 500 евро.
И в этом случае, конечно, эти партнеры уже должны полагаться на структуру, на то, чтобы строить свои сети, потому что именно это принесет им большие деньги. Но, тем не менее, даже такие пакеты, казалось бы, совсем небольшие, способны через 3 года по планам компании принести 25 и 125 тысяч евро соответственно. Но, конечно, когда к нам приходят партнеры на такие вот небольшие пакеты, конечно, они не готовы ждать 3 года, и совершенно справедливо, и они начинают строить сети, и буквально с первого дня они имеют возможность получать вознаграждение по нашему маркетингу. Но и мы видим, что на самом деле всего за 3 месяца работы уже 35 партнеров вышли на уровень дохода 5000 евро в сутки. Это касается как раз структуры. Это не касается криптовалюты, не касается добычи ванкоинов или продажи токенов. Нет, это как раз касается доходов по нашему маркетингу, которую мы сегодня вам показывали. Ну и, наконец, третья стратегия, она является гибридной. То есть, когда человек приходит на хороший пакет, на пакет 1000, 3,5 и плюс к этому начинает активно строить структуру. Ну, такой человек, конечно, получает максимальные доходы. Но еще одна совершенно фантастическая возможность, точнее тактика, которая приносит вам огромные прибыли, это золотой треугольник. То есть вы можете зарегистрировать головное место и под ним еще 2. Тем самым усиливая ваши доходы, поскольку любые люди, которых вы приглашаете дальше, или же которые попадают к вам переливом, попадают под эти ваши места. Под 2 из этих мест попадает любой человек. Если он идет в левую ногу, то он попадает под 2 места, которые слева, если в правую, то под 2 места, которые справа. И таким образом вы получаете дополнительные комиссии, но даже на старте вы получаете очень хороший возврат ваших средств. Пакет Tycoon Trader стоит 5000 евро плюс 30 евро. Это разовый платеж к пакету за систему, за бэк-офис и прочие вещи. И когда мы регистрируем под собой еще 2 аккаунта, то нам возвращается 10%. А это с 5000 евро, 2 раза, это 1000 евро. Ну и бонус от сети, то есть это бинарный бонус, тоже 10% с меньшей ветки, в данном случае от 5000 евро это 500 евро. То есть мгновенно мы получаем доход 1500 евро, а это 10% от вложенных нами средств. И для инвестора на самом деле мгновенно вернуть 10% это очень хороший показатель. Естественно, что это касается всех остальных пакетов, то есть начиная с пакета стартера, это также очень выгодно и логично делать, и вы, соответственно, можете посчитать, сколько вы сможете вернуть, также 10%. Вот такие у нас есть колоссальные возможности. Ну и, наконец, самую потрясающую возможность я оставил напоследок, и этот механизм в компании называется сплит или удвоение. И это позволяет вам заработать огромные деньги. Так вот, в каждый пакет вы помните, что входят токены, благодаря которым мы добываем нашу криптовалюту OneCoin. Так вот, они удваиваются через 8-12 недель. На пакеты от 1000 до 3000 удвоение происходит 1 раз. При покупке пакета за 5000 удвоение происходит 2 раза. Представьте, вы вошли на пакет, и через 8-12 недель у вас произошел сплит. Кстати говоря, возможно и раньше, потому что сплит удвоения происходит не через 8-12 недель, как вы зашли в бизнес, а согласно графику компании. И поэтому вполне возможно, что вы пришли в бизнес, а, например, сплит произошел через неделю. И вы уже получили не 60 тысяч токенов, как в пакете Tycoon, а после сплита вы получили 120 тысяч токенов. И когда ваш сплит произошел 2 раз, вы получили 240 тысяч токенов. А это ни много ни мало 60 тысяч ванкоинов. И если мы опять же вернемся к графику компании, которая планирует, что через 3 года ванкоин будет стоить 100 евро, то мы понимаем, что наши 60 тысяч ванкоинов приносят 6 миллионов евро. А если мы заходим золотым треугольником, то мы с вами получаем 180 тысяч ванкоинов или 18 миллионов евро через 3 года, в том случае, если график компании совпадает с прогнозами и один ванкоин достигает 100 евро. Я понимаю, что для многих людей такие цифры выглядят совершенно фантастическими, совершенно нереальными. Такие вещи очень редко в жизни происходят. И мы видим, например, что это уже произошло с биткоином. Он стоит сегодня не 100 евро, он стоит 250. И он, кстати, тоже имеет также колоссальный потенциал роста. И, конечно, потенциал роста ванкоина не заканчивается на уровне 100 евро. И не заканчивается на уровне 1000 евро. Но мы так далеко забегать не будем, поскольку это, конечно, огромные цифры, и это, конечно, требует некоторого времени. Но, тем не менее, даже вот
на такой, в общем-то, среднесрочной перспективе, как 3 года, мы видим вот такие цифры. Вы можете посчитать, если прогноз окажется в 2 раза хуже. Это значит, что на одно место вы получите 3 миллиона, на 3 места вы получите 9 миллионов. Посчитайте в 10 раз хуже. У вас все равно окажутся великолепные цифры, и это тот исторический шанс, который выпадает нечасто, но который делает человека по-настоящему богатым, и фактически, если так и произойдет, то все ваши финансовые вопросы в жизни будут решены. То есть вы сможете по-настоящему перейти к тому образу жизни, который вы хотите вести. Но и помимо этого, конечно же, не будем забывать, что у нас есть партнерская структура, возможность строить бизнес, приглашать партнеров, и здесь также лежат огромные доходы. Напомню, что за 3 месяца работы компании 35 человек достигли уровня дохода 5000 евро в месяц. Именно благодаря построению сети, то есть в эти суммы не входит криптовалюта. Вот такое потрясающее предложение. Мы вам желаем огромного успеха и с удовольствием будем вас поддерживать на пути к вашей личной победе. Ну что ж, большое спасибо и до новых встреч.